Салам, друзья, меня по-прежнему зовут Саш. И что же мы сегодня будем делать? Да, в принципе, мне кажется, здесь вопрос неуместен, потому что вы все прекрасно понимаете, то, что сегодня у нас будет история Кыргызстана, часть 5. Тут 10, а у нас просто 5. Сегодня мы узнаем про противостояние кыргызов Каганскому ханству. Также мы увидим, как кыргызы будут давать отпор казахскому нападению. Вернее, не нападению, а даже нашествию. И также продолжим наш путь в изучении становления Кыргызстана. Узнаем много крутых подробностей, чего-то нового, которого не учат даже в истории. И будем это продолжать делать через интересные познавательные мультики с канала Тентек Тентек. В прошлой части мы узнали много всего интересного про объединение кыргызов, а в третьей части мы узнали, как выглядят кыргызы и почему они выглядят именно так. Поэтому, если вам интересно, все ссылки будут в описании. Переходите, смотрите в подсказке также. Ну а сегодня, друзья, привет у нас получает Барни КГ, огромное тебе спасибо. Также привет у нас получает Какай. Ну и, конечно же, привет у нас получает Мытыбек Саттаров. Я был бы за. Да. Пишите больше своих любимых комментариев, и, возможно, в следующее видео попадете именно вы. Ну а мы с вами не будем медлить и поехали! Ну что, история Кыргызстана. Погнали. В начале 19 века Кыргызстан находится под гнетом Каганского ханства. Кыргызы севера почувствовали всю тяжесть каганского правления. В 1831 году одно из первых успешных восстаний против Каганского ханства организовали братья Тайлак и Атантай, баатыры из племени Саяк. Они, кстати, реально очень похожи. Реально братья. Посмотрите, вот у них прям одно лицо. Ну, только здесь больше морщин, если так можно Это было выразиться. ответом на разорительный поход каганцев через территорию севера, когда иссыкульцы отказались признавать их власть. Изначально братья воевали против цинско-маньчжурских войск в окрестностях Кашгара. Они славились своей силой. Как-то 26-летний Тайлак со своим малым отрядом расправился с отрядом китайских войск в 400 человек. В Интересно, а малым отрядом это сколько? 1831 году каганцы отправили 7 тысяч воинов и взяли их в плен. Сбежав из плена, они осадили крепость Куртка, разрушили ее, освободили людей из темниц, раздали награбленный скот и отменили налоги. Из Каганда послали 500 лучших воинов во главе с Баатыром Арапом, чтобы проучить выскочек. Однако на Джайлоу-Бучан, в Нарыне, воины Тайлака победили, убив 400 воинов, а потом, настигнув оставшуюся сотню, Тайлак в поединке проткнул копьем Арапа. С тех пор это место в Нарыне называется перевал Арап-Ашу. В 1838 году каганцы отправляют лазутчика в лагерь Тайлака. Он отравляет Баатыра. Тайлаку было 42 года, когда он умер. Вот этот талащик, или как они его назвали еще раз? Отравляет в 1938 году. Вот, лазутчика. Лазутчик, это, я так понимаю, это как предатель, да, как? Каганцы отправляют лазутчика в лагерь Тайлака. Он отравляет Баатыра. Тайлаку было 42 года, когда он умер. К 1842 году происходит очень много стычек и конфликтов, в результате которых кыргызские и кыпчакские главы племен убивают хана Мадали и ставят своего ставленника Шерале, который 35 лет был обычным пастухом у своего дяди Аджибек Датки, который был главой племени Кушчу в Таласе. Его главным советником, первым тысячником из кыргызов, становится Нузуп Бий, родившийся в Аксе. Он был очень мудрым политиком, и власть Шералы держалась, пока рядом был Нузуп Бий. На стену перед входом в ханские покои Нузуп поставил грязные ботинки, чокои, чтобы тот помнил, что сам был простым пастухом и не зазнавался, заботился о простом народе. Кстати, если бы не объяснили, я бы вообще не подумал, к чему здесь грязные ботинки. Я подумал, типа, приходя в дом, не забывай вытереть ноги. Придворные во главе с кыпчакским феодалом Мусулманкулом нашептали ему, что таким образом Нузуп просто издевается над ним. Злой не на шутку Шералы приказывает казнить Нузуппия. Его убивают после прочтения молитвы. С тех пор Шералы теряет власть, которая переходит в руки к Мусулманкулу. В 1845 году кыргызские феодалы убивают Шералы, назначают своего хана, которого убивает уже Мусулманкул через 11 дней. Следующим ханом ставят Кудаяра, 13-летнего сына Шералы. Фактически Мусулманкул возвращает себе власть.
Марионетка 15 Кудаяр сейчас. вырастает в очень сильного хана и в 1852 году возвращает себе власть, убивает мусульманкула и приказывает истребить кыпчаков. Те, кто успел спастись, спрятались среди кыргызов и в дальнейшем образовали племя кыпчаков в составе южных кыргызов. А, то есть они как пробрались к кыргызам и там образовали свое такое небольшое сообщество. На время власть в Коканде перешла к советникам Такие интересные Кудаяр-хана. повороты здесь происходят. Однако позже изнуренные постоянными политическими противостояниями кыргызы и кыпчаки поддержали другого претендента на престол – Малабека. Кудаяр бежал в Бухару, а на некоторое время ханским главным визирем, премьер-министром стал Алымбек Датка, правитель Алая. Начиная со времен Чингисхана, кыргызы пережили несколько переселений, дроблений, ассимиляции с монгольскими племенами. Этому способствовали и его потомки, и в последующем Джунгарское ханство. С падением Джунгарского ханства падает и привычный тысячелетний устой, когда только кочевники управляют землями Центральной Азии и Сибири. Кыргызы переселялись с севера на юг при джунгарах, потом часть переселялась обратно при коканцах. Таким образом, коканцы тоже сыграли свою Интересно определенную происходит роль в становлении кыргызского народа. Слушайте, вот в этой части происходят прямо безумно интересные повороты и события. Согласитесь? Круто. Продолжаем? Приблизительно в 1830-х годах Британия решает двигаться на Красиво север и нарисовали выдвигает очень. свои войска из Индии, которая на тот момент уже была колонией Британской империи. Российская империя предпринимает ответные действия и движется навстречу британцам. По пути начинает захватывать казахские племена. Так начинается большая игра Great Game. В 1840-х годах Пафосно большое звучит. количество Очень даже казахских пафосно. племен поднимают восстание под началом Кенесары хана. Последний казахский хан собрал войска и выступил против Российской империи. Но не все Кенесары казахи хана. поддерживают Кенесары, и он решает просить помощи у кыргызов. Кыргызы тоже отказываются присоединиться к сопротивлению. И Кенесары выдвигают ультиматум кыргызам. Он говорит, что Ультиматум — это требование, которое, чтобы он не начинал действовать враждебно. разорит кыргызские аилы, убьет батыров и заберет женщин и детей, А если это очень кыргызы не жестко. присоединятся к его войску. Не желая они вновь сделают? быть захваченным, один из видных Присоединяться, кыргызских да? манапов из племени Сарыбагыш, Ормон, собирает курултай племен, на котором аксакалы обсуждают, как будут давать отпор казахскому хану, А, то есть они что не хотят нужно сделать, присоединяться. чтобы не быть под чьим-то гнетом и не потерять свою независимость. Помимо Интересно. всего, встал вопрос, кто поведет кыргызский народ против захватчиков, кто встанет во главе всех племен. Во время обсуждения этого вопроса Ормон встает и спрашивает манапов, кто хочет возглавить кыргызов, кто сядет на белый войлок, шердак, и поведет армию. А что такое белый войлок? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я такое выражение слышу впервые. Вернее, словосочетание. Другие манапы колеблются. Каждый хочет встать во главе, но никто не решается взять на себя главенство. И сейчас они как-то После будут- длительной паузы Ормон встает и говорит: «Ну, если уж никто не хочет, то тогда разрешите мне возглавить сопротивление». Новоиспеченный хан, поднятый на белом войлоке, дал решительный белый войлок — это отпор как силам казахской армии такая у реки штука? Мыкан в Чуйской долине. Всё равно не Ормон понял. был умелым стратегом. Он помнил все рассказы о Чингисхане, какие методы и стратегии он использовал в войнах, и применил все это в борьбе с казахами. Он приказал каждому воину разжечь по Круто. 10 костров, как Чингисхан, и кружить вокруг скал, меняя одежды и поднимая пыль. Этот метод был назван «пугой Ормона». Помимо Чтобы не военной было видно, да стратегии, ничего. Ормон-хан был хорош и в дипломатии. Он, Он правда, сумел классный склонить стратег. некоторых казахских манапов уйти от Кенесары, в числе которых был видный казахский манап Сыпатай. Армии сравниваются по количеству. Ормон-хан берет верх в сражении и пленит Кенесары. Кенесары, когда пришел на кыргызские земли, очень жестоко расправлялся с мирным населением. И из-за этого местные племена требовали его казни. Ормон-хан удовлетворил их просьбу, а затем отправил голову Кенесары русскому царю в качестве подарка. Прикольно. Ормон был видным политиком, но политика Прикиньте, проводимая приходит такой хан, открывает коробочку, а там голова. им ставила интересы племени Вот это Сарыбагыш он будет выше в шоке. других, что, конечно же, не нравилось другим племенам. Вследствие одного из конфликтов с племенем Бугу в 1854 году Ормон-хан попадает в плен к их манапу Боромбаю, который хотел договориться с ханом, чтобы Бугу были даны больше привилегий. Сарыбагыши не думали, Среди них, что да, захват больше хана привилегий. приведет к серьезным последствиям. Но в один день к Боромбаю приходит давний враг Ормона Балбай-Батыр и, увидев Ормона, пронзает его копьем.
Узнав о За что так? смерти Ормонхана, Умиталы, его сын, собирает войско и идет на племя Бугу. Бугу, боясь гнева Сарыбагышей, решают просить подданства у русских и снаряжают фактически не посольство он в виноват. Петербург. Это было не Как бы они первое захватили, но убили же не они, а враг другой. посольство, предпринятое кыргызами. Первые посольства были отправлены кыргызами еще при атаке Бие в 1785 году. Но посольство, Петербург. отправленное Бугу, сыграло большую роль в дальнейшей судьбе региона. Россия, откликнувшись на просьбу Бугу, в 1855 году Защитила еще. защитила их от Сарыбагышей, отбросив основные силы Умиталы к Атбаше. В дальнейшем Сейчас некоторые еще и племена нападут, стали да? добровольно принимать подданство России, а некоторые стали помогать в разрушении каканских крепостей. Началось полномасштабное продвижение России на юг. Ну, вот такой вот финал. Не самый приятный для Кыргызстана, но это было безумно интересно. Ну что, друзья, какой-то такой выпуск у нас сегодня получился. К сожалению, сегодня финал у нас был не совсем благоприятный для кыргызов, но я думаю, в будущем все наладится и Кыргызстан будет продвигаться намного быстрее. Но согласитесь, за этим было безумно круто и интересно наблюдать. Там переезжают, там захватывают, там в плен, там новые батыры, там новые ханы. Вот меня больше всего удивила ситуация с ботинками, потому что я бы реально никогда бы не додумался, то что человек вот поставил ботинки, чтобы напоминало, что он был обычным пастухом и чтобы он не зазнавался. И с головой еще было смешно, как России в подарок отправили. Я просто представляю выражение лица того, кто открыл этот самый подарочек. Но мне, как всегда, было безумно интересно смотреть, узнавать новые слова. Ах да, кстати, по поводу слов. У меня возникало много вопросов по поводу новых слов, потому что там были какие-то интересные слова, которые я не понимал. Поэтому буду рад, если вы напишите их обозначение в комментариях. Также напишите, как вам выпуск, расскажите мне что-то интересное, объясните, потому что некоторые моменты мне были непонятны. Ах да, друзья, давненько вам не напоминал, то что если вы впервые на этом канале и вам понравилось это видео, обязательно нажимайте на красную кнопку подписаться, которая находится вон там внизу. Нажимайте на серенький колокольчик, чтобы он становился еще более сереньким, и вы будете в нашей семье друзей, любителей разных стран, истории, песен, музыки, путешествий и всему тому подобного. Огромное спасибо за просмотр, друзья, за поддержку. Все, с вами был я, Саша. Всем пока. Пока-пока.